Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі ў нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамова. Маім сённяшнім суразмоўцам будзе, і ёсць дыпламат, былы пасол Беларусі ў Славакіі Ігор Ляшчэня. Добрый дзень, спадар Ігор. Дзень добры. Спадар Ігор, я адразу удакладніцца, кожны раз узгадваюць, што былы пасол Беларусі ў Славакіі. Вы уже перагарнули гэтую старонку, ці ўсё яшчэ лічыце, што варта пра гэта нагадваць? Ці вы ўжо там у новай, можа быць, нейкай іпастасі і хацелі б, каб па-іншаму іншае нешта нагадвалі? Наверное, лучше всего, если просто Игорь Ляшчэня, если это будет узнаваемо. Посол может быть бывший, дипломатов бывших не бывает. Это да. Як и спецслужбовцев, как мы любим говорить, да? Тым не менш, абмяркуем усё ж таки и беларускія, и знешнебеларускія, так бы мовіць, падзеі, ўсё тое, што адбываецца. Самае апошняе тое, што нарабіла шмат шуму і выклікала шмат абмеркаванняў, гэта на фоне вяртання Навальнага размовы про тое, што дык Ціхановская, чаму ж яна не можа вярнуцца. Там нават такая двубой такі віртуальны здарыўся паміж палітолагам Артёмам Шрайбманам і таксама палітолагам, але рэжысёрам, сцэнарыстам больш вядомым Андрэем Курэйчыкам. Курэйчык таксама звяртае ўвагу, маўляў, што калі міжнародная супольнасць, арганізацыі міжнародныя там неяк далучацца да працэсу вяртання Ціхановскай у Беларусь, там он дасць які-небудзь мандат, ці якая-небудзь іншая сур'ёзная міжнародная структура. Дыпламаты сядуць разам з ёй у машыну, замежныя маюцца на ўвазе, і паедуць. І, маўляў, тады гэта нешта магчыма. Магчыма такое ці не? Вось вы ўсё ж такі чалавек дасведчаны ў гэтай міжнароднай ўсёй дзейнасці. Знаете, здесь два ключевых слова – процесс и результат. Если процесс – все, а результат – ничто, тогда может быть. А если нужен результат, тогда совсем по-другому. Зачем? Для чего? И что это даст? Вот это главные вопросы. Понимаете, сама тема, Навальный вернулся, Тихановская следующая на очереди. Да? В моем понимании, это попытка уже в конце января еще раз попытаться использовать инструменты протеста, которые были актуальны в августе, в сентябре. Что я имею в виду? Я имею в виду не саму Тихановскую, я имею в виду, что ищут триггер. Нужен триггер, нужен повод, чтобы народ вышел. Выйдет народ, но не столько, сколько в августе и в сентябре. То есть это попытка тех же механистическим способом утверждать, что мы сейчас протест активизируем путем революционных лозунгов. На самом деле это попытки просто поддержать какой-то приемлемый уровень протеста. Важен не приезд Тихановского, важен, что он даст. В этой ситуации он ничего не даст, во-первых. И, во-вторых, это невозможно. Это просто к вопросу о том, что надо о чем-то говорить. Тихановская не приедет сюда технически. Я даже слабо представляю, как это представляет автор. Идет Тихановская, и как телохранителями она окружена кругом людей с европейскими дипломатическими паспортами, которые гордо таранят белорусский пограничный и таможенный контроль. То есть все, кто знают, как проходит границу, люди с дип-паспортами, с обычной, понимают, что это нереально. Это нереально технически, это нереально политически. Ни одна организация не может убедить действующую белорусскую власть допустить сюда Тихановскую и дать ей какие-то гарантии. А что нужно делать, это потому что мы сейчас находимся в январе, а не в августе, в сентябре. Так нужно дополнять протестную тематику тематикой другой, тематикой развития, тематикой будущего. Потому что такое протесты? Протесты и те лозунги, которые были свободные, они актуальны.
Человек хочет свободно голосовать, чтобы его волю не искажали, хочет, чтобы его не били дубинками, хочет новую конституцию. Это вопрос о том, в каких условиях жить. А белорусу нужен вопрос, как жить. И вот когда вот в каких условиях дополнится «как», тогда сторонников того, что нужно что-то изменить в обществе, активных сторонников. Активный – это не обязательно тот, который пошел на улицу, будет больше. Я понимаю, что аналогии неуместны. Но даже в 2017 году, когда, в отличие от нынешней Белоруссии, страна была в разрухе, ведь не ограничились лозунгом «долой самодержавие». Дальше пошло там «мир народам», «земля крестьянам». То есть даже в условиях, когда кризис настолько явный, что жить невозможно, лозунги «долой» всегда дополнялись лозунгами «что будет». Потому что получается? Что да, отвратительно, да, неприятно среднему рабочему, среднему чиновнику понимать это, во всем этом жить. Но с точки зрения условий жизни, с точки зрения какой-то пайки, стало хуже. Оно его как-то устраивало. Неприятно, отвратительно, но жить можно. И нужно, потому что никакой перспективы нету, при том понимании, что власть уже перспективы не дает. Уже 10 лет власть не говорит нам, что оно изменит к лучшему. А в прошлом году экономика стагнирует. А в прошлом году вообще было сказано, какое развитие, нам вот главное сохранить бы. Поэтому экономика равняясь мирно, военная вперед на экономику. Вот в этом дело. Атрымліваецца, што зараз не варта ўвогуле абмяркоўваць вернется, не вернется, як вернется, что, маўляў, калі вернется, то это да штуршок пратэстам. Трэба гаварыць пра тое, што яна вярнулася і з чым? Пратэсты атрымалі штуршок, а што далей? То есть зараз вы прапануеце, што працаваць на перспектыву ці нават наадварот, калі будзе нейкая праграма, скажем так, эканамічнага, да прыкладу, развіцця, то это наадварот больш людзей зробіць прыхільнікамі пераменаў, як это любіць казаць. То есть вопрос не в том, что я против протестной повестки дня. Да, она должна быть сохраняться. Да, надо привлекать внимание к тем, кто избит, кто содержится, к политическим заключенным. Да, надо отслеживать действительных преступников, чтобы они знали, что за преступление будет ответ. Но этого уже недостаточно. Эта повестка, привлекать внимание международного внимания, должна быть сохранена, но она должна быть вопрос, в каких условиях жить, ответ на вопрос, в каких условиях жить, демократических, свободных, должен быть дополнен ответом на вопрос, как жить, что будет, какая альтернатива будет, если не будет у власти Лукашенко, если не будет у власти людей, которые могут называться его духовными, идейными и прочими наследниками. Вы у сваім тэлеграм-канале написали такой, скажем так, программный такі артыкул под назвой, назва не назва, но першы сказ такі: мы вступили в этап, когда ключом к успеху является умение предложить свою повестку дня и сделать ее доминирующей. Такую неправоладную повестку дня, так бы мовить. И при якіх умовах, то есть давайте спачатку, хто павінен прапанаваць гэтую неправоладную повестку дня? Ляшчэня, Тихановская, Латушка, Курэйчык со Шрайбманом. Кто? Понятно, что ее предложит не власть. Да кто бы ни предложил. Любой, кто предложит такую повестку, он ответит на глубинный запрос нашего общества, на глубинный запрос тех, кто с отвращением, но идут в офисы, с отвращением, но идут на завод, утешаясь тем, что они спасают страну от неведомо чего, от развала, и вообще им жить на что-то надо. Это, в конце концов, очень важный вопрос. Конечно, наверное, такую повестку легче предложить тем, кто менее радикальные вещи говорит. Но, знаете, радикально, не радикально была бы повестка, потому что в любом случае мы видим одну крайность, эту власть, и мы видим, я бы назвал, вынужденную
крайность заявлений тех, кого называют лидерами протеста. Есть две параллельные реальности, которые, как нас учили в математике, не пересекаются. Но если будет какая-то альтернативная повестка развития, если будет обращение не только к эмоциям, с эмоциями все в порядке. На Фейсбуке революция давно победила, и храбрые пользователи, спрятавшись под никами, упражняются, кто лучше обругает Лукашенко. Ну, так мы ничего не добьемся. То есть тот, кто предложит какую-то вот эту повестку позитивную, тот, кто этой повесткой, и не просто позитивную, а пытавшись, нажимая, делая упор на те вопросы, избегая разъединяющих тем, кто сможет объединить максимальное количество людей, кто будет соревноваться не в том, чтобы больше врагов сделать, это легко, а чтобы привлечь больше новых сторонников, вот тот сможет помочь обществу найти какой-то выход из ситуации и как минимум консолидировать действительно значительную часть общества, когда уже не будет стоять вопрос и вообще не будет поле для спора, а сколько вас? Столько процентов, столько. Это не просто, но это та работа, которая должна идти и которая не может не идти, потому что еще раз, использование методов, лозунгов поддержки революционного настроения образца августа-сентября, может, кому-то казалось, что их было достаточно в августе-сентябре. Мне уже тогда не казалось, и я об этом говорил, как белая ворона. Но в январе это совершенно очевидно, что этого недостаточно, это не то. Это два тупиковых пути. Давайте я просто удакладню. На дадзены момент, вось на сёння, такой вот повестки, про якую вы казали с этими аспектами, никто не пропановал, нет, ни з одного. Нет. Я открываю зараз, да прыклад, сайт Народнага антыкрызіснага управлення. Да. Читаю, ёсць там, калі ласка, такая у іх нават эканоміка, фінансы, ёсць адказныя за эканоміку і фінансы, за знешнюю палітыку і гандаль, пытанне юстыцыі і гэтак далей, гэтак далей. Я открываю сайт офіса Светланы Тихановскай, у ёй ёсць дарадцы по эканоміцы, дарадцы по фінансам, дарадцы по бяспецы, по знешняй палітыке і гэтак далей. То есть структуры ёсць. И что? Вот неужели ниводная ЗИК... Ну хорошо, как бывший посол в Израиле вопросом на вопрос. А это все кто-то обсуждает? Эти программы, эти пункты кто-то обсуждает? Их никто не обсуждает. Раз их никто не обсуждает, поскольку обсуждать нечего. Это пункты, это принципы. Возьмем коалиционный совет. Нет, коалиционный совет или вот эти вот 10 пунктов экономического советника Тихановской Олехновича, по-моему. Но смотрите, это очень механическое действие. Может быть, не все знают, по-моему, в июне 60 человек, которые назвали себя экономистами, там, кстати, не все экономисты были, они сформулировали так называемую не программу, а 11 принципов, условий, при которых может развиваться экономика. Экономический советник Тихановский был один из этих 60. Что он делает? Из этих 11 пунктов механически берет первые 10, их ставит, говорят, вот наша экономическая программа. То есть программы нет. Есть потуги что-то написать, но именно тот момент, что никто не обсуждает, говорит о том, что обсуждать нечего. Здесь, знаете, как в Библии. Лучше бы ты был холоден, горяч, но не был бы равнодушен. Если равнодушен, значит обсуждать нечего. Не говоря уже о том, что настоящая программа, настоящее видение не может быть результатом трудов одного человека. Здесь всегда должна быть группа специалистов, должно быть обсуждение. А это просто для галочки. Программа вам 10 пунктов у НАУ, 10 пунктов у советника Тихановска. Ну, извините, если они одна команда, почему у каждого свои 10 или сколько там пунктов? Надо предложить что-то реальное. Добра, вот да прыкладу, калі мы кажам пра рэальныя прапановы, я просто на адным канкрэтным прыкладзе. Зараз нам фактычна прапанавалі праект новай канстытуцыі ці канстытуцыі новай Беларусі. Вот Лебедька і яго група ўжо зараз там праводзяць сустрэчы, абмеркаванні па цэлым такім часткам гэтай канстытуцыі. Вот яна фактычна ёсць. Вот праца вядзецца. І што?
Вот ці не тое ж самае, ну прапануюць яны по экономике. Это не совсем то. Новая конституция – это как раз к тому, что называется, в каких условиях мы можем жить. Это из области свобода выбора, свобода голоса. Но это не ответ на вопрос, как мы будем жить. Как мы будем жить – это видение, как будет развиваться экономика, как мы будем общаться с нашими западными, восточными соседями, какой путь развития мы изберем. Вот это вопрос. А Конституция – это к вопросу об условиях, о той оболочке, она очень важна, о тех правилах игры развития общества. Но это не вопрос о том, как будет жить общество, как будет развиваться экономика, как будет развиваться социальная и прочая сфера. Тут просто сапраўды я уже не один раз чуў, что вот ўсё ж таки не прапануюць вот нейкія такія праграмы, праекты, што будзе з эканомікай, што будзе сацыяльнай палітыкай ці яшчэ што-небудзь. Іншыя там такія скептыкі скажуць: ну а толку? Давайте пераможем, а там уже тогда, а то что, ну... Так в том-то и дело, что без этого не переможем. Уже несколько месяцев ходим вокруг «уходи». Оно не работает. И если оно не сработало в августе, в сентябре, то оно не сработает в январе. Оно не сработает к марту. В марте изменится только одно. Растает снег, и, наверное, станет еще хуже с экономикой. Но понимаете, есть вопросы, есть крайние позиции. Но как бы ни было... Какая бы ни была тупиковая ситуация, только идиот будет отказываться от слова «переговоры». Оно должно быть на повестке дня. Вы так поступово переходите до другого пункта вашего программного артикула. Нет, вопрос о том, что надо, предложив вот эту повестку, мы сможем достучаться до тех, до кого не достучались в августе, до кого не достучались в сентябре. Потому что, еще раз, с эмоциональной стороной все хорошо. Всем это брыдко, гадко, противно. Ну, большинству. Я не верю, что искренних сторонников действующей власти много. Их много, сторонников поневоле. По необходимости. Игорь, я выбачаюся, что перебью вас, но просто уявим себе ситуацию. Вот завтра, там, скажем, хай сабе Латушка, Тихановская, ці, можа быць, Ігор Ляшчэня і яго каманда прапануюць, распрацавалі вось сваё бачанне, як будзе эканамічна развівацца Беларусь, свабодная і новая Беларусь. Вот, все там прыгожа распісана. Вы звяртаецеся да якіх-небудзь там чыноўнікаў, бюджэтнікаў, якія ніякім чынам, можа, яны ў душы там і супраць таго, што адбываюцца, но как бы пакуль, вот, як вы кажаце, не было гэтага бачання будучага, яны і казалі: ну, а невядома, што нас чакае. Вы прыходзіце і кажаце: вот, глядзі, во, смотры, як все будзе прыгожа ў нас. Кажа: да, вот вам веру, вот так зробіце, так будзе прыгожа, паслязаўтра. А калі сёння я скажу, што да, я вас падтрымліваю, мяне сёння ж звольняць, і заўтра мне не будзе чым карміць сваю сям'ю. А як мне дожить до паслязаўтра вашага светлага? Вот як вы не думаете, что вот большасць, вот, скажем, молодцы, да, мы згодныя, но вот, тогда для этого нужна другая форма, тогда для этого нужно движение, нужна инициатива, которая не является под запретом. Тогда нужно создание, декларирование создания, план создания, устав общественной организации, которая могла бы вписываться в эти рамки, независимо от того, зарегистрируют или нет. Вот есть намерение, вот все в рамках. Потому что, да, я знаю, что у чиновников в контракте написано: нельзя быть членом политической партии. Да, понятно, если у нас Координационный совет вне закона, то значит сотрудничество с Конституционным советом опасно. Значит, должна быть какая-то новая неопасная форма общественной организации, инициатива. И, в принципе, должен быть диалог в обществе. Прежде чем говорить с властью, диалог в обществе должен быть. И этот диалог должен основываться на том, чтобы избегать, чтобы не
концентрироваться на тех темах, которые могут вызывать противоречия. Потому что это выгодно власти. Она будет эксплуатировать тему флагов. И сейчас кто-то пойдет по стопам Бабарика и скажет, давайте Конституцию 94 года, забыв, что там одиная мова белорусская, и сразу начнется выяснение, какой язык лучше и сколько их надо. То есть есть темы, которые могут потенциально разъединять. Надо эти темы оставить в стороне, надо говорить о том, чтобы здесь должен быть объединять, это должен быть просто нормальный здравый смысл. Здравый смысл это синоним слова «белорус». На эмоциях можно продержать Беларусь, значительную часть Беларуси, если довести до белого коленя. Мы это наблюдали. Но поворот такой сделать нельзя. Это не та страна. Валентина Шаўченко піша: беларуская апозіцыя наступае на тыя ж граблі, няма адзінства, кожны цяне коўдру на сябе, ну і гэтак далей. Што мы маем? Вот, дарэчы, я ўжо не адзін раз чуў пра тое, што вось гэта размежаванне, нягледзячы на тое, што нібыта яны кажуць, што мы там каардынуемся, кантактуемся. Вот Латушка, Ціхановская, зараз нібыта адцапкалы там плануюць нейкую там грамадскую ініцыятыву ці то партыю распачаць фармаваць. Ляшчэне, глядзіш, тут сваю нейкую ініцыятыву таксама сфармуе. Ці не ёсць гэта вось менавіта прыкметай таго, што кожны цяне ў свой бок, такія лебедь, рак і шчука? Ці чаму немагчыма зараз хаця б, вот, да, з цягам гэтых апошніх 26 гадоў апозіцыя ніколі не магла аб'яднацца, но можа хоць зараз? Чаму не атрымліваецца? Ці думаеце, што не патрэбна і сёння такое? Знаете, на самом деле объединяющего больше, чем того, что разъединяет. Да? Начнем с того, что вот эти три принципа протеста, пересмотр результатов выборов, расследование убийств, расследование пыток, расследование превышения силы, освобождение политзаключенных. Дело в том, что начнем с того, что все эти принципы, на самом деле, их не поддерживает только те структуры, которые созданы властью или при помощи власти. То есть, если смотреть принципы, то единство уникальное. Все, и старая позиция, и новая позиция. Дальше вопрос об оппозиции. Ведь у нас в прошлом году было уникальное явление. Старая позиция вообще не была востребована, не говоря о том, что она, в отличие от того, как было 10-15 лет назад, она даже единого кандидата не выдал. Появился запрос на новые лица. То есть общество было настолько раскалено, что и в этом секрет, как бы был запрос: дайте, появись новое лицо, хоть кто-то. И это, кстати, значительная часть успеха и Бабарика, и Цепкала. Вот. Я думаю, что сейчас больше все-таки их объединяет, чем разъединяет. А на самом деле разъединение, оно получилось фактически сразу же после 9 августа, но это уже вопрос к ним, это вопрос не ко мне. Иначе опять скажут, Лещенин начинает критиковать. Да не хочу критиковать август-сентябрь, это все уже прошло, всю критику, которую я хотел сказать, я сказал в конце сентября, в начале октября, и я не думаю, что сейчас это актуально. Поэтому давайте сказать того, что все-таки объединяет немножко больше. А то, что у каждого свой маневр, значит, не нашли, значит, был соблазн, значит, было опьянение вот этой митинговой волной у кого-то. Потому что, конечно, некое единство, которое было 9 августа, его, грубо говоря, уже не было 15 августа, да? Но есть единство принципам, целям и задачам. А дальше уже идет, конечно, игра самолюбия. Как я всегда говорю, что во всяком политике или в человеке, который претендует на то, чтобы быть политиком, где-то жив Лев Давыдович Троцкий, который любит не революцию, а себя в революции. Да? В ком-то Троцкого больше, в ком-то Троцкого меньше. Кто-то пытается его из себя по капле выдавливать, кто-то его взращивает, прикидывая, как вот это заявление, этот шаг будет в каких-то мемуарах потом.
Дмітрый Баранчык, чаму нельга зрабіць выбары, а потым кожны кандыдат выступіць са сваёй перадвыбарчай праграмай і выберуць каго захочуць? Ну сапраўды Имеется в виду выборы среди оппозиции? не выбары увогуле вот перамога Ціхановская, як яна сказала, на цягам 3 месяцаў прапаноўвае ці арганізоўвае ці аб'яўляе новыя выбары. Вось ёсць кандыдаты цалкам розныя, кожны прапануе сваю праграму і эканамічнага развіцця, бачання развіцця эканомікі Беларусі, і сацыяльнай, і гэтак далей. Таму што я думаю, што адрознівацца праграма будзе ад умоўнага Латушкі, ад умоўнага Гайдукевіча. Знаете, здесь мы опять делим шкуру неубитого медведя. На самом деле, единство мнений, как я понимаю, и у Тихановской, и у Латушка, и у Цепкала, и у всех остальных, именно в этом и есть, что да, должна быть подготовка к выборам, и Тихановская так говорит. Я хочу вернуться, я хочу временно быть у власти, чтобы подготовить новые выборы, и вы выберете себя кого-то еще. Обществу нужно хотя бы 2 месяца. Правда, она говорит, 45 дней достаточно подготовить. Думаю, маловато. Хотя бы 2 месяца демократического развития. Но сначала до этого надо дойти. Сначала надо, чтобы эта власть ушла. Вот в чем весь секрет. А так оно так и планируется, как я понимаю. Задача Тихановской подготовить, и Латушку утверждает, что задача НАУ такая же, подготовить новые выборы и действительно дать возможность всем старым, новым фаворитам сказать народу, куда они хотят его повести. Но дойти до этих выборов, помочь в прямом переносном смысле нынешней власти уйти можно только тогда, когда уже люди видят, в чем эта перспектива, куда их пойдут. Вот в чем весь секрет. До речі, ось я яшчэ звярну увагу на другую, там, ці, скажем так, другі пункт вашага праграмнага артыкула, дзе вы кажаце, што яшчэ адной умовай з'яўляецца ўменне пабудаваць дыялог унутры грамадства, умець чуць апанентаў і прыцягваць новых прыхільнікаў. Гэтым можа быць шанс схода як дыялогавай онлайн-пляцоўкі. Давайте спачатку першая частка. Дыялог унутры грамадства. Вы думаеце, ён сёння магчымы? Вот дыялог паміж, ну, скажем так, прыхільнікамі пераменаў і тых, каго зараз, і яны самі сябе з гонарам называюць ябацькамі. Вот ён магчымы гэты дыялог? Магчымы дыялог зараз тых 34 тысяч, якія прайшлі праз затрыманні і катаванні, і сілавых структур, якія сёння ходзяць па пад'ездах, і невядома, што і каго вышукваюць. Дакладней, вядома, што і каго. Понимаете, сейчас вы назвали 2 наиболее видимые и 2 наиболее занимающие противоположные позиции части общества. Сторонники однозначно протестов, я не девочка, но не люблю это слово. Хорошо, горячие сторонники Лукашенко. Но мы забываем о том, что между ними есть достаточно большое количество белорусов, которые Остапеня, по-моему, и Чэтем Хаус назвали наблюдателями, и с этими наблюдателями тоже не все ясно. То есть мы понимаем так, что внутри они тоже как бы сочувствуют. Назовем их хатокрайними. Нет, скорее всего, не сочувствуют. И эта категория, она увеличивалась. Если брать те опросы, которые нам были известны, октябрь-ноябрь, именно за счет тех, кто голосовал за Тихановскую и кто был. Вот и работать надо с этой частью общества. Если эта часть общества сможет понять, что дальше хуже, и что чем больше ты будешь лежать себе на диване и не поддерживать какими-то доступными способами протест, тем будет хуже дальше, вот с ней надо говорить. А чтобы с ней говорить, для этого и нужны то, что и говорил раньше, какие-то новые, относительно безопасные формы объединения, типа заявку на общественную организацию, заявку на создание неких структур, общественных инициатив, в конце концов. Да даже если люди пойдут, решат местную проблему. Понимаете, активность, она не может быть в одну сторону. Она, если есть, она во все стороны. И двор там от снега убрать, и с ЖЭСом разобраться, и город облагородить. Мы же не говорим про ту активность, которая
сверху спускается БРСМ, и вы там что-нибудь придумайте, что деньги зря кушаете государственные, да? Ну да, але ўсё ж таки сход, вот у нас быў размова з кіраўніком, ну, можна сказаць, кіраўніком Багрыцовым, Багрыцовым наконт схода. Наколькі ўсё ж таки рэальна, што сход можа стаць вось гэтай онлайн-пляцоўкай для перамоваў унутры грамадства? Знаете, у схода есть такая возможность. Я не отношусь к числу инициаторов и организаторов схода. И честно, я сам как бы в это вовлекся, честно сказав, что, может быть, впервые за свою большую жизнь я куда-то иду, не понимая до конца замысла. Но я вижу то, что есть, реально это может быть диалоговой площадкой. Диалоговой площадкой для начала представителей определенных групп людей. Там же нет такого ценза, что идет только тот, кто поддерживает Координационный совет. Пожалуйста, тебя поддерживают другие группы, у тебя другая позиция, иди. Другой, то есть у СХОД может быть такой площадкой. Другое дело, что, конечно, очень много ограничителей схода. Это надо через Viber, через Telegram. То есть там есть опасность, что это может свестись, как в случае, когда был клич, кто-то поддерживает КС, вот кто ходит на платформу «Голос», да, то здесь есть элементы сужения. И именно как диалоговая площадка идея схода нормальна. А вот пытаться противопоставлять себя Всебелорусскому народному собранию, мне кажется, это неумно. Собрание ничего не решает, оно ничего не решит. И когда вы начинаете действовать в пику собранию, вы повышаете значимость этого собрания, во-первых, и идете вслед за повесткой дня Александра Григорьевича Лукашенко, во-вторых, показывает, что у вас только одна степень реакции. Что скажет хозяин, нынешний хозяин Дворца Независимости? Ах, он сказал так, ату, не замечая о том, что вот это ату, оно того стоит. Потому что, да, была ситуация, когда слово «референдум» исчезло лексикона Лукашенко. Да, появились опасения, что, может быть, какие-то манипуляции. Потом слово появилось. Но и в конце концов, все, кто не читал Конституцию, все понимают, сход не может в нынешнем понимании дать ни одного обязательного решения. Он может рекомендовать все, что угодно, сделать Лукашенко императором, но это рекомендация, даже по нынешним законам. И изменения в Конституцию он может одобрить любые, но это тоже может рекомендация. Я думаю, здесь не надо распыляться, надо создавать свою повестку дня. Вот сход как диалог, это будет хорошо. А чем больше схода будете дразнить Лукашенко и Всебелорусское народное собрание, ну, знаете, со временем так сход может повторить судьбу Координационного совета, если это кому-то интересно. Но разве задача в этом? Добра, що ж таки, вот ёсць ваше такое бачанне, як трэба далей, што рабіць, каб ўсё канчаткова, ну, як любіць гаварыць на ПБТ, не здулась. Што рабіць? Вот якія ёсць рэальныя прапановы, вот сабрацца, ну, сход не сход, можа, там, я не ведаю, сабрацца там прадстаўнікам офиса Тихановской, Латушки, там вы сядете, яшчэ там кто-нибудь, там экономисты, там Чалы с Берока, там хтосьці там Барнукова, ці яшчэ хто-небудзь. Ці што рабіць? Вот конкретная прапанова. Вы расписали, да, свое бачанне. Але конкретно, да, вопрос даже не в том, кто где как должен собраться. Вопрос в том, что должен быть какой-то консенсус. И действительно группа, не один вундеркинд, которого никто не знал никогда, ни одной статьи не написал научной, а группа должна сделать программу, должна предложить сведения. Но и второй, то есть, конечно, четкие ответы еще надо продумать, но второй ответ очевидный. Это тоже, о чем я писал. У нас главный результат, главное достижение прошлого года — проснулось гражданское общество. Значит, должны быть инициативы от этих же КАТОСов, которых Координационный совет пропагандирует. Не знаю, насколько от них толку, но это самоорганизация общества в пределах там двора, микрорайона. Это хорошо. То есть должны быть инициативы, вот эта активность людей на конкретные дела. Это может что-то хорошее в городе сделать, в районе. То есть вот этот заряд, он должен поддерживаться нормальными
ну, нормальное слово, у каждого свое понимание нормальности, да, хорошо, живыми, реальными инициативами, и не обязательно такими радикально заостренными. Да, должны быть просветительские инициативы, надо разъяснять людям, понимать, кто мы, что мы. Я вот знаю, народ едет с какими-то лекциями, читает, в этом что-то есть, по этим дворам. То есть вот чем больше инициатив этих сохранятся, чем больше ежесекундно власть будет видеть, что общество живо, тем меньше будет соблазна опять провернуть что-то такое, что они пытались провернуть в прошлом году. Потому что протест, новое общество, это не только когда кто-то вышел с флагом и в нынешних условиях обрек себя на эти сутки, потому что их уже мало, их всех вычислили. Это значит, что кто-то выходит, мобилизует людей с инициативой, плюс даже нейтральными, стучится носом в эти инициативы, тыкает власть, местную, республиканскую. То есть понять, чтобы власть понимала, что общество не заснуло, что оно живо, и этого уже очень много. Дзякуй вялікі. Ну што ж, калі, канешне, не ўлічваць таго, што зараз улада душыць усе ініцыятывы, якія ідуць ад грамадства, так бы мовіць, знізу, вот нават прыгадаем тыя ж самыя дваравыя канцэрты, звычайна, вот сабраліся людзі ў двары паслухаць музыку, затрымліваюць і музыкантаў і людзей, чаю папіць на двары немагчыма, і гэтак далей. Таму, канешне, будучае такіх вот ініцыятыў мне таксама не вельмі вясёлым падаецца, але, канешне, рукі апускаць у любым выпадку не трэба. Дзякуй вялікі. Ігор Ляшчэня, Зміцер Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце і глядзіце нас. Спасибо.